Искра 695. По ориентировке угон Toyota Camry черного цвета 930, Заман Сергей Норд, 01 регион. Преследуем, обнаружили, преследуем по южной объездной, как приняли. Автомашина Toyota Camry 930, ЗЦН 01, право принимаем, останавливаемся, Toyota Camry. Тоже преступность на месте не стоит, они используют различные средства, оборудование. Где-то они идут, что разбивают стекло и потом уже присоединяют свою аппаратуру и как бы наглым образом совершают угон. Где-то, вот как я ранее говорил, вот используют специальные ретрансляторы, где вот ловят сигналы, сигнализации, после чего уже тоже, ну это уже как бы высококвалифицированные, так скажем, угонщики, да, которые живут этим, промышляют. Вот. Ну и наши органы полиции тоже не стоят на месте. Работаем. Внимание! Личный состав. Объявлен план перехват по факту угона авто. Наблюдается снижение угона автотранспорта на 13% и краж автотранспорта на 17%. Тема нашей сегодняшней встречи – противодействие кражам и угонам автомашин, который является одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства внутренних дел. На постоянной основе для снижения данного вида преступлений проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе профилактические. Проходим. Готовы к интервью? Да. В Уголовном кодексе есть две статьи, это кража и угон. Хотел бы разъяснить, угон — это тайное хищение, завладение, неправомерное завладение автомашиной без цели хищения. А кража — это тайное хищение чужого имущества с последующей получением выгоды для себя. Так, с начала текущего года было задержано порядка 700 человек. 700 человек. Но даже по Казахстану, если наберется столько автоугонщиков, мы в этом деле были самыми лучшими. Завяжите мне глаза, оденьте снова наручники, подгоните любой АвтоВАЗ, я вам его разберу, соберу, хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми глазами. Да, с иномарками были проблемы, но как бы для нас это такие простые шаги были, которые нужно было просто преодолевать. Вот, мы в этом деле были самыми лучшими. В период с 2015 по 2020 годы на территории республики, а именно Карагандинской и Павлодарской областей, были совершены ряд угонов автомашин престижной модели, а именно Toyota Prado. Данные преступления совершались в разное время и в разные года, но при этом их объединяло лишь одно – марка и модель данной автомашины. По данным фактам была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее подготовленные сотрудники, состоящие из оперативных сотрудников и следственных подразделений. Так, в результате проводимых большого объема работы, следственно-оперативных разных мероприятий и анализа большого количества данных был установлен житель города Темиртау, 1984 года рождения. Голову подними, выше подними голову. Далее, при проведении дальнейших мероприятий, было установлено, что данный житель создал устойчивую организованную преступную группу, которая занималась именно кражами автомашин данных моделей. Подключаем следственно-оперативную группу, начинаем работать, проверять по камерам. Ну, соответственно, потом беседуем с ним, с хозяином автомашины, с потерпевшим, как, что. Он говорит, я утром ездил туда, на СТО, в магазин, в банк, весь маршрут мы за ним, соответственно, мы смотрим по камерам ЦОУ, отрабатываем. То есть.
И в это время видим, что одна машина, 14 или 15, не помню, с российскими номерами, за ним весь день ездит. Изучает его образ жизни, изучает, куда он заезжает, как заедет, насколько, где он ставит. И буквально вот эти последние 2-3 дня машина вот буквально за ним вот так вот ездила. Изучала, и во сколько он машину вечером ставит, во сколько утром выходит. Все. Вон подъехал, смотри. Сейчас припаркуется. Как только с двери будет выходить, постарайся подойти к нему. Не знаю, как обычно, грамотно все сделай. Прикурить, закурить. Главное, ближе держись, чтобы сигнал словил. Все, он заглушил. Все, давай, лови его. Так. Ближе, сумку поднеси. Да, отлично, есть контакт. Держи его, держи. И все, четко. Отлично. Еще что интересно, когда он выходит с машины, машина подъезжает, оттуда выбегает человек с сумкой и идет рядом. Мы вначале думали, для чего ходит. Оказывается, у него сумка от ноутбука сумка. Оказывается, это сканер. Это есть сканер, который сканит, когда он включает и отключает сигнализацию машины. Вот, например, вышел, с машину закрыл, нажал, сигнализацию закрыл. Вот во время он эти сигналы записывает. По камере смотрим, он заходит домой, все, хозяин не уходит. В это время уже к машине подходит, сигнализация, нажимает кнопку, машина открывается. Заводят, и уходит она за закоулками, то все, и пропадает на окраине города, где-то в частном секторе. В июле прошлого года все основные фигуранты группы были задержаны в городе Темиртау. Установлено, что данный организатор организовал создал свой центр авторазбора, где его группа занималась скупкой автомашин, так скажем, после не подлежащих восстановлению, то есть после ДТП или после пожаров. При этом он покупал данные машины вместе с техпаспортами. Далее, уже через объявление, он находил... преимущественно он покупал автомашины, в основном были автомашины, так получилось, марки Toyota Prado. Через объявление, через интернет, через знакомых он находил похожие автомашины, аналогичные, то есть, которые вот у него были после ДТП, после чего совершал угон. Подобрав машину, совершив угон, они прятали данные машины в своих гаражах, в СТО. Далее они начинали разбирать данные автомашины, перебирать кузов, в результате чего снимали раму с ВИН-кодом с разбитой машины на уже, получается, на угнанную машину. Размещали объявления и продавали спокойно, получается, данные автомашины. Далее, получается, они размещали забери. Я надеюсь, ты этот ролик тоже смотрел. Очень интересный мужчина и очень интересные слова говорит. Для него угнать машину — это как будто в магазин за хлебом сходить. На самом деле это очень сложная работа. Данная группа, так скажем, через черный рынок приобрела специальную аппаратуру за границей, которая считывает, улавливает сигнал сигнализации, в результате чего они спокойно, получается, совершали угон. То есть здесь не надо было разбивать машину, здесь надо было просто знать, где живет их, так скажем, жертва. Просто знать адрес жертвы? Капец он простой. Да там целый ряд работы. Много разных состыковок, много разных моментов. Да, в плане реализации он, конечно, прав и был более-менее точен, но даже здесь он очень сильно упрощает нашу работу. Если вы его встретите, передайте ему, пожалуйста. Пускай не дешевит нашу работу. Это капец какая сложная работа. При этом, как они подбирали своих жертв? Они мониторили всем общеизвестные сайты продажи автомашин, где далее находили подходящую, допустим, вот у них был разбитый белый прадик, они находили белый прадик, созванивались, встречались, смотрели. Далее уже изучали
график, режим работы, допустим, да, потенциальных жертв, устанавливали адрес, место жительства. Они находили машину, пинали ее, там срабатывала сигнализация. В это время уже человек, который стоял возле дома, со специальной аппаратурой, получается, улавливал сигнал. И в дальнейшем уже спокойно, получается, у них уже был, они заводили автомашину и уезжали, получается, в обход сигнализации. При совершении угонов они прятали автомашины в гаражи или в гаражные сообщества и ждали, где машины находились долгое время. То есть в тот момент, когда сотрудники везде по всей республике расходились ориентировки, выставлялись посты, проводились какие-то мероприятия по установлению данных автомашин, отработки. Получается, в связи с тем, что машина уже как бы заезжала в гараж, ее никто не мог найти. И по истечению они ждали, получается, время, пока все утихнет, так скажем. Хороший вопрос вы задали. Так, навскидку не вспомнить. Как правило, автомобиль стоял 7-8 месяцев, а то и год в гараже, не привлекая внимания. Затем мы по обычной схеме продавали его через сайт, находились покупатели, ну все по обычной схеме. Все делалось аккуратно, четко, не привлекая лишнего внимания. Все равно они в поле зрения полиции попали, и в результате вот наших проводимых мероприятий они были задержаны. Ну да, в итоге, когда все идет хорошо, гладко, спокойно, без сучка и задоринки, ты четко выполняешь свою работу, и в такие моменты ты позволяешь себе немного расслабиться. Это и становится твоей роковой ошибкой. В отношении данной группы ведется возбуждено 17 уголовных дел. В том числе буквально недавно, в феврале месяце, было возбуждено их деяния квалифицировали как создание и руководство участия в организованной преступной группировке, в связи с чем в настоящее время им грозит до 12 лет лишения свободы. Уже доказательства все были налицо, оставалось дело только задержать. При этом, получается, мы их задерживали, они буквально недавно совершают тоже кражу автомашин, и уже как бы по горячим следам, пока все вместе, было принято решение сразу же их уже брать. Задержание происходило совместными действиями двух областей, получается, Карагандинской и Павлодарской областей, на территории города Темиртау. При этом были задействованы наши спецподразделения, так как группа была большая, и всех задержали в одно время. Нет, в этом плане к полиции вообще претензий никаких нет. На самом деле я думал, что такое только в кино может происходить. Ты заходишь в офис, ничего не подозревая, начинаешь работать, искать все как обычно, все по полочкам, как должно было быть. И в какой-то момент какой-то скрип, шорох, и ты понимаешь, что в это время суток в офисе никого не бывает. Ты просто застываешь на месте и начинаешь думать, с тобой ли это происходит. И как только ты пристаешь, уже выбита дверь. Перед тобой стоят сотрудники полиции. Работает полиция, маски-шоу, все. В этот момент ты просто не знаешь, что делать, куда бежать, куда двинуться. В голове пролетает очень большое количество мыслей. Ты только хочешь привстать, а ты уже лицом в земле. Да, очень грамотно сработали, но не думал, что со мной так произойдет. Мы работали очень четко, и я думал, что мы избежим всех этих последствий. Как я ранее сказал, в отношении них же возбудили прям отдельное дело создание руководства ОПГ. То есть оно предусматривает четкую иерархию, то есть у них был лидер, были исполнители, то есть у каждого была своя роль. Тот же самый, допустим, организатор, у него был свой цех, те же самые исполнители, они угоняли, а кто-то перебивал, допустим, машины. Да, я как раз таки был тем самым организатором, но в силу своей профессии и в силу того, что я очень сильно дружу с техникой, я участвовал в угонах. Я очень хорошо шарю в IT, знаю программирование, компьютеры и все тому подобное, поэтому мое участие было одним из ключевых, одним из необходимых, поэтому пришлось совмещать и организаторскую деятельность, ну и
непосредственно там участвовал. Например, угон автотранспортных средств, дорогих автотранспортных средств, это такие, внедорожников угоняет. У нас вот много примеров было, угоняют с целью потом пересечения за границу Россию, Кыргызстан, Узбекистан, где там сразу реализовывают по низкой цене и быстро в этом плане быстро зарабатывают деньги. Мы, в свою очередь, делали не так. У нас была очень простая схема, по которой мы работали. Мы просто гасили машину, гасили ее на длительный срок. Все было максимально просто. Нужно было испарить машину, убрать ее со всех радаров, чтобы она не мелькала, нигде не показывалась. Все максимально просто. Вот и все. Угоняются машины каждый день и разных моделей. Как таковой, чтобы что-то больше, что-то меньше, такой статистики такая же нет. Например, работаю сейчас уже в полиции порядка свыше 20 лет. Работа в полиции она не перестает удивлять, потому что преступления бывают разные, по видам, по жестокости, по хитрости, к примеру, там, по этим моментам. И поэтому, хоть и иногда работаешь, думаешь, меня уже ничем не удивишь, это, мне кажется, неправда. Постоянно вот бывают преступления такие, которые, бывает, удивляешься. На моей практике был такой случай, это, получается, были праздники. И, так скажем, наш недобросовестный гражданин, выйдя со своими друзьями, увидел неподалеку открытую машину, полностью с ключами заведенную. И он спокойно, получается, туда сел, посадил всех своих друзей, и они доехали до точно... На тот момент они поехали в Хан-Шатыр. Все, приехав в Хан-Шатыр, он спокойно также оставляет свою машину и уходит, и ушел вместе со своими друзьями. И вот его деяния в дальнейшем были квалифицированы как угон, то есть статья 200 Уголовного кодекса. Преимущественно угоны, кража автомашин совершаются в ночное время, то есть когда при минимальном присутствии людей, той же самой охраны, может, да, каких-то возможных там, соседей, свидетелей, очевидцев. Вот. И тоже преступность на месте не стоит, они используют различные средства, оборудование. Где-то они идут, что разбивают стекло и потом уже присоединяют свою аппаратуру и как бы наглым образом совершают угон. Где-то, вот как я ранее говорил, вот используют специальные ретрансляторы, где вот ловят сигналы, сигнализации, после чего уже тоже, ну это уже как бы высококвалифицированные, так скажем, угонщики, да, которые живут этим, промышляют. Вот. Ну и наши органы полиции тоже не стоят на месте. Работаем. Необходимо ужесточить законодательство в данном направлении. Так как по инициативе Министерства внутренних дел в Уголовный кодекс внесены поправки в плане ужесточения данного вида статьи по признакам неоднократность и незаконное проникновение. Отнести к тяжким видам преступления, чтобы в последующем между потерпевшим и подозреваемым не было исключить меры примирения. Потому что были случаи, когда потерпевший, задерживаем подозреваемого за угон, он впоследствии примиряется с потерпевшим и уходит от ответственности. И вновь начинает совершать данные преступления. Вы спрашиваете, вернусь ли я к данному виду деятельности? Сейчас я, наверное, с уверенностью могу ответить, что нет. Я к этому больше не вернусь. Мне этого хватило сполна. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью установления местонахождения похищенного автотранспорта и установления лиц подозреваемых, совершавших данные преступления. Мы рекомендуем вообще ставить свои автомашины на специально охраняемых паркингах, территориях, где есть камеры видеонаблюдения, где каждый охранник знает, кому принадлежит их машина. Кроме того, сейчас как бы 21 век, сейчас очень есть много общедоступных, так скажем, и дешевых технологий. Это тот же самый GPS-трекер в автомашину, установка, который подключается спокойно к любому телефону. И вы видите любое действие вашей машины. Сейчас не составляет большого труда по ВИН-коду проверить, находится ли она в розыске, в межгосударственном розыске или в нашем розыске, например, по территории Республики Казахстан или в Российской Федерации. Это сейчас не проблема, можно в любой обратиться и проверить.
в этом плане. Потому что тоже вот по многим моментам мы, когда разбираемся, вот у нас в основном там в районах, в сельских, там вот какие машины вот российского производства и Росучет. Там практически, там, как раньше, там договор купли-продажи, они просто техпаспорт передают друг другу в руки и все. А эта машина в залоге, или там она там в лизинге была, или еще, это потом выясняется, а потом они начинают и судиться, и ходить, и заявлением обращаться, и все эти моменты. И в этом плане потом, конечно, тяжело уже расследовать. Поэтому, конечно, хотелось бы посоветовать, чтобы в этом плане проверили по всем учетам автотранспорта. Если вы приобретаете автомашину, в любом случае всегда удостоверяйтесь, проверяйте наличие техпаспорта, не знаю, всех правоустанавливающих документов на эту автомашину. По возможности, если она там приобретена с Toyota центра, да, посмотрите, чтобы наличие данных документов, чтобы в дальнейшем не оказалось, что данная машина была угнана или состоит на криминальном учете где-нибудь там в России. Получается, при регистрации, при совершении регистрационных действий уже, после договора купли-продажи, уже в ЦОНе, уже эта проверка ведется. Если уж что-то там будет, вам об этом обязательно сообщат. Министерство внутренних дел и региональными территориями департаментов полиции на местах на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, вот, мест СТО, разбор автозапчастей с целью вот, установления, выявления таких вот автомашин, числящихся в угонах. Противодействие кражам и хищениям автомашин находится на постоянном контроле Министерства внутренних дел.